упорности у искусственной древесины есть еще одно преимущество. Она устойчива к коррозии и обеспечивает термоизоляцию. В испытаниях, проведенных учеными, синтетическое дерево не портилось и не гнило даже после того, как его на протяжении 30 дней выдерживали в воде и в растворе серной кислоты. Причем влагоустойчивость и устойчивость к кислой среде проявляются при сохранении механических свойств. Что касается термоизолирующей способности, то наиболее высокая она была у искусственной древесины, полученной в смеси с графеном. Структура нового материала может быть легко подобна под множество функций. Это достигается подбором добавляемых кристалликов наноразмера. Создатели синтетической древесины отмечают, что благодаря своим преимуществам этот материал заменит природную древесину и будет использоваться в экстремальных условиях. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Эхо Москвы представляет. Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «Клинч». У микрофона Руслан Валиев. Сегодня мы выходим вместо программы «Персонально ваш», и у нас в студии сразу два гостя. Это доктор химических наук, профессор Марс Гилязович Сафаров и заместитель генерального директора башкирской содовой компании Марина Петровна Бортова. Здравствуйте. Здравствуйте. По составу гостей, я думаю, понятно нашим слушателям, что мы сегодня будем говорить по вопросу разработки Шихана Таратау по ситуации вокруг башкирской содовой компании. «Клинч» — это программа, которая имеет свой формат. Вначале мы запустим голосование. После этого у каждого из наших гостей будет по 2 минуты на то, чтобы высказать свою позицию, свою точку зрения на эту тему. Подведем итоги голосования. После этого будет блок вопросов, когда я от имени себя задаю каждому из гостей по 2 вопроса. Уйдем на перерыв. После этого каждый из наших гостей сможет задать по 2 вопроса друг другу. Ближе к концу программы мы вновь запустим голосование с тем же вопросом, и будет у каждого из гостей по 2 минуты на то, чтобы подвести некие итоги и высказать свою точку зрения еще раз, исходя из того диалога, который у нас сегодня состоится. Подведем итоги еще раз, сравним цифры, которые у нас были в начале и в конце, ну и на этом будем нашу программу заканчивать. Мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете присылать свои вопросы по номеру +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться. Не обещаю, что мы все вопросы сможем задать, но самое интересное, я думаю, что мы включим в наш эфир. Итак, прежде чем начать наш диалог, запустим голосование. Вопрос сегодня, дорогие друзья, возможно, немного неоднозначный, но, в общем, у нас всего 2 варианта ответов, поэтому формулировка именно такая. Что для вас имеет первостепенную важность? Сохранение Шихана Таратау. Если вы считаете, что для вас именно это имеет первостепенную важность, голосуйте по номеру 262 72 47. Если для вас первостепенную важность и значение имеет продолжение работы башкирской содовой компании, сохранение компании как таковой, то голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, для вас первостепенную важность имеет сохранение Шихана Таратау 262 72 47. Для вас первостепенную важность имеет продолжение работы башкирской содовой компании, поскольку представители компании утверждают, что только при условии разработки Таратау она сможет продолжить свою работу. 262 72 48. Я прошу вас голосовать, а сейчас мы начнем нашу дискуссию. Первым делом я предоставлю слово Марине Бортовой, заместителю генерального директора башкирской содовой компании. У вас 2 минуты на то, чтобы высказать свою точку зрения. Хорошо. Могу начинать? Да. Я благодарю за приглашение на «Эхо Москвы». Я пришла к вам сегодня со своей болью, со своей проблемой. Башкирская содовая компания – это крупнейшее европейское и российское производство соды. Это предприятие, которое обеспечивает базовым сырьем 256 заводов России. Это в таких отраслях, как металлургическая, стекольная, фармацевтическая, химическая, пищевая и многие-многие другие. Это предприятие, которое включено в список 200 стратегических заводов России. Это крупнейший налогоплательщик Республики Башкортостан. Это финансовый донор Республики Башкортостан. Это предприятие, которое дает постоянную работу 9000 человек в городе Стерлитамаке. Это предприятие, которое
от жизнедеятельности которого фактически зависит около 40 тысяч жителей города Стерлитамак. Это предприятие на сегодняшний день находится на грани закрытия, поскольку ресурсная база его исчерпана. Наше действующее месторождение Шахтау исчерпано, все об этом знают. Была проведена большая кропотливая работа по поиску нового месторождения, и компетентные государственные и научные организации сообщили о том, что есть единственный вариант дальнейшего обеспечения – это Тратау. Тратау имеет на сегодняшний день статус особо охраняемой территории регионального значения, статус не снят до сих пор, а у нас сырья осталось на 4 года. И чтобы новое месторождение нам запустить промышленную разработку, нам необходимо не менее 5 лет. Угу. Ну что ж, спасибо вам за вашу позицию, и я предоставляю слово доктору химических наук, профессору Марсу Сафарову. В свое время, предвоенные годы, была осознана необходимость организации крупного масштабного производства соды. Нашли, что лучше всего для этого подходит Стерлитамак. По той простой причине, что здесь удачное стечение обстоятельств. Есть известняк, есть хлористый натрий, есть вода обильная, река Белая. И вот в 1951 году, я историю уж не буду рассказывать, завод заработал. Осенью 1951 года она выдала первый продукт, завод. А далее в 1952 году вышел на проектную мощность 125 тысяч тонн соды в год. Я не стану отбивать хлеб у моей партнерши и говорить, какое необыкновенное это предприятие, сколько приносит денег России, Башкортостану и Стерлитамаку. Отмечу лишь, что все это правда. Но правда и то, что с тех пор ситуация изменилась. Сейчас сода производит 1 700 000 тонн соды. Это 15 раз примерно больше, чем первоначальный объем. Это означает, что в свое время утвержденному, прошедшему все согласования и экспертизы заводу, пристроили 15 новых заводов без всякого разрешения. Ситуация изменилась в том отношении, что сода исчерпала первоначально выделенные Шахтау за 72 года своей работы. Сейчас у него нет сырья. Я имею в виду сырья от Шихана Шахтау. А так вся Башкирия – это сплошной известняк. Один известняк сплошной. Ну, вот дальше, значит, что изменилось? Воды нет. У нас буквально 10 секунд. Вот. Воды нет. Поэтому сегодня завод должен работать, но уменьшить производительность до 700 тысяч тонн в год, у меня есть соответствующие расчеты, и перейти на новое месторождение, что она и сделает обязательно, я в этом уверен. Угу. Спасибо вам. Я напомню, что мы голосуем. Если вы считаете, что первоочередное значение имеет сохранение горы Таратау, ваш номер 262 72 47. Если вы считаете, что нужно прежде всего сохранить предприятие БСК, 262 72 48. Подведем итоги нашего голосования. Результаты более-менее понятны. И цифры на данный момент следующие. 71% проголосовавших считают, что важнее сохранить гору. И, соответственно, 29% проголосовавших считают, что первоочередная задача – это сохранение башкирской содовой компании. Ну, в общем, результаты не столь однозначные, как могли бы показаться на первый взгляд. Перейдем к следующему нашему блоку. Это вопросы от меня, соответственно, к нашим гостям. Начнем с вопросов к Марине Петровне. Ряд федеральных средств массовой информации говорят, что БСК могут полностью прекратить производство. Да, вот в том числе это и ваша точка зрения. Скорее всего, с вашей подачи они, в общем, ее и озвучивают. Параллельно наши средства массовой информации в республике летом сообщали, что БСК берут кредит в 6 миллиардов рублей на модернизацию производства. Эти вещи как-то вот не связаны, да, не вяжутся в уме. Да? С одной стороны сырья нет, с другой стороны вот целый большой кредит на модернизацию. Как это вообще возможно одновременно, пока сырьевая проблема не решена? Вот. И, соответственно, если все-таки модернизация будет, то готовы ли предприятия к объективной экспертизе производства с участием независимых наблюдателей, совершенно посторонних? Это вполне понятно. Мы
БСК, я имею в виду, занимаемся модернизацией в режиме нон-стоп, в постоянном режиме. Мы вкладываем ежегодно в нашу модернизацию, в совершенствование технологий, не менее миллиарда, а, как правило, больше. За последние 8 лет, я тоже неоднократно эту цифру называла, только в содовое производство мы инвестировали 9 миллиардов рублей. Это только в содовое производство. Еще столько же мы инвестировали в наше производство каустик. Поэтому, конечно, такие кредитные линии, о которых вы говорите, естественно, они для нас нормальны. У нас большие масштабные программы по модернизации. Срок окончания многих там уходит за 2020 годы. Соответственно, мы привлекаем средства. Мы верим, мы, безусловно, и летом верили, и сейчас верим, лето еще не закончилось, да, в то, что наша сырьевая проблема будет в самое ближайшее время окончательно разрешена, мы получим месторождение, подготовим его, начнем его разрабатывать, и все будет хорошо. Конечно, мы не останавливаем. На сегодняшний день мы модернизацию пока не останавливаем. Действительно, вы, может быть, слышали о том, что прошло решение совета директоров наших, которым было поручено менеджменту подготовить эту самую программу. Вот в этой программе и будет, наверное, сокращение программ инвестирования, соответственно, и даже, соответственно, программа сокращения персонала в связи с тем, что отсутствует внятная перспектива следующей сырьевой базы. Я хочу пояснить нашим радиослушателям, что нет смысла писать смс-сообщения «за» или «против». «За» или «против» мы голосуем по номерам телефонов. СМС-сообщения у нас для того, чтобы высказывать свои мнения или задавать вопросы. Я напомню номер +7 927 304 1051. При этом не забывайте подписываться. И второй вопрос к вам. Больше касается уже, наверное, вопроса защиты горы со стороны активистов. Вот ваши представители заявляют, в том числе, кстати, не ваши представители, а деятели правительства России, что никакого сакрального и культурологического значения Таратау не имеет. На чем основывается эта точка зрения? Проводилась ли реальная экспертиза у культурологов, востоковедов? Вот такие вопросы. Почему об этом рассуждает, например, министр промышленности Мантуров тот же? Сакральное значение и культурное значение – это, в общем-то, разные вещи. Культурное значение, конечно, есть у Таратау. Это памятник, археологический памятник, извините, да, археологический памятник, это всем известно. На вершине находится небольшая местность, на которой были найдены останки. Это черепки, кости животных, монеты. Однако надо понимать, что там, где археологический памятник, государство и ученые всегда заинтересованы как раз в том, чтобы он был найден, и затем нашлись бы средства для его переноса в музеи. Вот в этом ценность этого памятника. Потому что все эти черепки, все эти кости, они будут, не всякого сомнения, там растоптаны или же просто природой превращены в пыль. Поэтому с этим вопросом проблем нету. Мы сохраним все эти останки, выкопаем их, переместим в музей. Может быть, музей сделаем даже в Стерлитамаке соответствующие. Это будет всем хорошо и правильно. Я все-таки уточню, люди же говорят все-таки не об останках, а о самой горе как таковой, в целом объекте. Что касается сакрального значения, действительно, на сегодняшний день, вот поверьте, мы искали этому подтверждение. Мы проверили все энциклопедии, соответственно, советского периода, до советского периода, то есть до революционного периода. Мы посмотрели учебники, мы посмотрели сказания, сказки, эпос народный, в том числе на башкирском языке, на татарском языке. У нас есть люди, в общем-то, среди наших владельцев соответствующих национальностей. Все было это проверено. Вот такие вот кипы просмотрели, в библиотеке все посмотрели, почитали. Мы не нашли упоминания Таратау нигде. Вот, если честно, даже где-то Юрактау мелькала один раз в одной из сказок. Таратау нет. Ни Таратау, ни Торатау, ни Туратау, да, чтобы не было никаких там... Мы знаем, что Лепехин упомянул впервые о Таратау. В общем-то, эти записки Лепехина всем известны. Они просто говорят о том, что, есть какие-то сказания о том, что, может быть, там была ставка Ногайского хана или не было. Кто что об этом знает, достаточно тоже спорный вопрос. А что по поводу привлечения независимых экспертов, культурологов? Что значит независимые? Работали в данном случае уж куда более независимые. Это, собственно говоря, ученые Российской академии наук. Я не знаю более независимых экспертов. Да, они работали, занимались вопросами. Вы как-то публикуете, чтобы общественность могла ознакомиться? Вы знаете, конечно, мы к этому вопросу относились всегда с уважением немножко со стороны. Все-таки мы
предприятие, да, мы производим, мы производители, мы химики. Вот. А брать на себя вроде как необходимость нести в массы объяснения в общем, каким-то мифом, наверное, нам не очень правильно. Но тем не менее, мы можем это сделать. Если есть такая необходимость, мы можем это сделать. Это было бы интересно. Конечно. Вопросы к Марсу Гилязовичу. Как вы можете прокомментировать тезис о том, что только Таратау по химическому составу подходит для производства соды? Вот как раз о чем Марина говорила. Сразу скажу, с конца начну. Это грубая ложь. Потому что используется известняк с этого месторождения. Значит, вот это заявление, что только Таратау, Шахтау годится, тогда бы весь мир стоял очередь к нам. У нас еще 2 шихана есть. Вот. Они разрабатывают те источники известняка, которые доступны. Вот я вам могу сказать так, как это сложилось. Это рифовые отложения на дне Пермского моря. 230-300 миллионов тому назад образовалось. Из остатков морских животных. Вы можете себе представить, что в одно место собрали хорошие морские животные, элиту, скажем так, а в другое плебеев хоронили, так? Вот. Это же фантастика. Это фантастика. Это у людей только бывает. У одних пантеоны, у других там попроще немного. Так? А у животных так не бывает. Это рифовые отложения, очень демократичные. Там хоронились все, кто погибал, умирал и так далее. Вот поэтому это из общих соображений я вам привожу просто. Этого быть не может. Так? Второе, не как химик я еще говорю вам. Второе, давайте сошлемся на специалистов. Вот, например, у меня имеется заключение или сообщение заместителя директора Института геологии Сергея Ковалева, доктора наук, который заявляет, таким образом, чтобы подходящего сырья нигде, кроме Таратау, не было, просто не может быть. Пермское отложение, к которому относятся шиханы, развито в этой полосе довольно широко. Вот такое мнение геолога, не последнего. Далее, значит, второе. Недавно был форум экономический в Башкирии. Там выступал глава региона Хамитов Рустем Закеевич. Он сказал, я с его слов уже теперь говорю, что конкурирующая содой фирма называется Ишимбайский известняк. Его специалисты специально изучали разные источники известняка и нашли, что известняк с гумеровского месторождения, который предлагается соде, вполне пригоден и соответствует техническим условиям на производство соды. У вас 30 секунд прокомментировать этот тезис. Что еще надо? Кроме того, и это очень важно. Значит, я бы хотел видеть результаты анализа. Я же химик. У меня есть техническое условие, где написано, что в известняке, значит, соли кальция должно быть не меньше там 95, считается выдающимся сырьем, если 93. Мы же люди точные. Сода все уверяет, что не соответствует что-то чему-то. Но я никогда не видел, чтобы сода предъявляла анализы, тем более независимых экспертов. Я еще раз говорю, что они говорят, что годится. Вы все-таки ваши вопросы записывайте, и мы во второй части их обсудим, потому что у нас время сейчас не позволяет. У меня еще один вопрос есть к нашему гостю, к Марсу Сафарову. По поводу... Сейчас, одну секунду. Какие экологические проблемы, возможно, да, или вообще экологические последствия вообще несет деятельность предприятия БСК на сегодняшний день? Есть ли негативные какие-то последствия? Спасибо, это замечательный вопрос. Сода несет окружающей среде нашего обитания катастрофические последствия. Потому что, не потому, что там особые продукты, ядовитые, как диоксины там, или еще что-то, да? Дело не в этом. Она вырабатывает в виде отходов сточные воды под названием дистиллерная жидкость, первые.
на тонну соды образуется 10-12 кубометров этой жидкости. И уже 200 лет люди не знают, как от этой дистиллерной жидкости избавиться. Вот это трагедия. Потому что нет способов разумных. Что вы могли бы предложить? Вот соль, вы имеете раствор, дистиллерная жидкость – это раствор кальций хлор-2 и натрий хлор. В лучшем виде переработанном вы получите воду отдельно, кальций хлор-2 и натрий хлор. Но испарить воду, только так можно избавиться от воды в этом растворе, это чудовищные расходы энергии. На это сода не пойдет никогда. Второе. Кальций хлор-2, если мы получим, то 11 тонн получается кальций хлор-2 на тонну соды. Вот здесь немножко сложно уже, да? Давайте, формул довольно много стало. Да. Ну, получается столько хлористого кальция, что мы можем обеспечить не только земной шар, все страны в мире хлористым кальцием, но и инопланетян тоже. Не будет спроса на этот продукт, а стало быть, его и выделять не будут. Угу. Что вы можете сказать вот по поводу последнего? У нас буквально полминуты до перерыва. Вот эти вот жидкости, вот эти моря, они будут расти? Нет, они не будут расти, они сокращаются, они уже сокращены. Далее, в течение 5 лет мы белые моря сократим до самого минимума, у нас там останется до порядка 70 гектаров. Это будет лишь вода, которая будет накапливаться перед ее сбросом. Дистиллерная жидкость ничего страшного из себя не представляет. Это взвесь гипса, извести и это соль, обычная соль, которую мы с вами, собственно говоря, потребляем. Нам нужно уходить на перерыв. Время наше. Давайте мы с этого начнем нашу вторую часть. Обязательно. Я не хочу, чтобы, напомню, что у людей была каша в голове. Вы поясните после перерыва. У нас сейчас новости, после этого мы вернемся. В Москве 13 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Александр Плющев, и в эфире выпуск новостей. В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке преступления с применением взрывчатки. Прокуратура Германии приводит имя и возраст подозреваемого. Это Магомед Али С., ему 31 год. Сайт немецкого журнала «Шпигель» со ссылкой на источники сообщает, что Магомед Али – это исламист из Чечни. Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за советскую оккупацию. Министры юстиции двух стран приняли совместное заявление на этот счет. В апреле 2016 года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время ее пребывания в Советском Союзе, составляет 185 миллиардов евро. Жена главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры. Об этом заявляют в Пресненском суде Москвы. Источник ТАСС говорит, что стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей. Ранее назывались иные цифры. Так, агентство «Москва» указывает, что речь идет о более чем 30 миллиардах. Среди этого имущества 11 нежилых помещений в столице, 15 земельных участков в Московской области, квартиры и дом в центре Москвы, 2 жилых дома в Подмосковье, а также доли и акции в уставных капиталах нескольких компаний, указывает агентство. Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, пройдут проверку на полиграфе. Об этом рассказал адвокат одной из девушек Ярослав Покулин. Кроме того, по его словам, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертизы. Напомню, 27 июля 57-летний Михаил Хачатурян был убит в холле дома, где он жил. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. Суд продлил на 3 месяца арест бывшему директору компании-арендатора торгового центра «Зимняя вишня» Надежде Судинок. Выступая на заседании, Судинок заявила, что в СИЗО у нее начала развиваться болезнь Паркинсона, а также ей необходимо ухаживать за пожилой матерью. Однако суд посчитал, что женщина может сбежать или воздействовать на свидетелей. Напомню, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, по официальным данным, погибли 60 человек.
В Сочи приземлился резервный борт, который доставил пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Уфе. Это пришлось сделать из-за загоревшегося двигателя. Таким образом, пассажиры задержались в пути на 6 часов. Ранее сообщалось, что у самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевшего ночным рейсом из Уфы в Сочи, загорелся левый двигатель. Командир принял решение вернуться в аэропорт Уфы. После приземления пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Никто не пострадал, более четверти пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи резервным бортом. Официальный курс доллара на завтра 67 рублей 62 копейки, евро 78,20. В Москве в течение дня до плюс 20, предстоящей ночью плюс 6,8. Завтра днем 19-21 градус тепла, осадков не ожидается. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. 23 августа в 8 часов 35 минут в студии «Эхо Москвы» в Уфе говорим с кандидатом в депутаты на выборах в Курултай от партии КПРФ Рафисом Кадыровым. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Посадка. Ултырау. Аварийная посадка. Мәжбүри ултырау. Аварийная посадка. Мәжбүри ултырау. Самолет с горячим двигателем совершил аварийную посадку. Самолет янып киткән двигатель аркаһында ергә мәжбүри ултырды. Самолет с горячим двигателем совершил аварийную посадку. Самолет янып киткән двигатель аркаһында ергә мәжбүри ултырды. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». «Эхо Москвы» представляет. Продолжаем программу «Клинч» на радио «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире и сегодня обсуждаем вопрос башкирской содовой компании и возможную разработку Таратау. Всем тем, кто присылает нам смс-сообщения с номерами телефонов для голосования, я еще раз сообщу, что этого делать не нужно. Сейчас мы не голосуем. Повторное голосование по тому же вопросу, который был задан в начале, у нас состоится ближе к концу эфира. Я об этом объявлю дополнительно. А номер +7 927 304 1051 нужен для того, чтобы писать свои комментарии, реплики, возможно, задавать вопросы. Самые интересные из них я задам нашим гостям. Сейчас я предлагаю перейти к следующей части нашего клинча, и наши гости будут задавать вопросы друг другу. Начнем с Марины Бортовой. Вы можете закончить свою мысль, которую вы начали до перерыва, и задавайте вопрос своему оппоненту. Да, буквально постараюсь быстро. Насчет дистиллерной жидкости и экологического вреда нашего предприятия. Это категорическая неправда. Мы не несем никакой экологической, не то что угрозы, вообще, собственно, ни малейшего вреда мы не причиняем природе. Мы, наоборот, очень много вкладываем в то, чтобы эту природу улучшать вокруг нашего завода. Дистиллерная жидкость – это всего лишь соль обычная, поваренная, и это хлористый кальций, это то лекарство, тот БАД, который продается у нас в аптеках. Люди ее используют для укрепления сердечной мышцы, костей и так далее. Есть даже наблюдение, что там, где сбрасывается хлористый кальций в реку, да, там панцирь лучше, там у ракообразных, там кости крепче у рыб. Мы почему не сбрасываем сразу, собственно говоря, эту воду? Потому что мы, во-первых, твердый остаток отфильтровывали, это гипс, да, и известняк оставшийся. И, собственно говоря, понемножку сбрасывали эту соленую воду. Если бы у нас было море, мы бы сбрасывали ее без проблем, потому что фактически состав этой вот дистиллерной жидкости, это и есть морская вода. Но у нас, поскольку река, там, собственно говоря, не соленая среда, поэтому нужно сбрасывать аккуратно, так, чтобы смешивание происходило правильно, чтобы это не носило действительно вреда экосистеме. Ну, ваш ответ понятен, да. Теперь давайте перейдем к вопросам. Да. Вы можете задавать свой вопрос.
Марс Гелязович, я хотела спросить, вы все-таки химик, соответственно, должны быть заинтересованы, в общем-то, несете химию в массы. Ну вот, если наш завод будет закрыт, что же делать тогда нашим людям? Что делать Стерлитамаку? Как эти люди будут жить? Это химики высокообразованные, у нас заслуженные химики, у нас целые династии химиков работают на заводе. Что же им вы прикажете делать? Ну, начну с оценки. Все, что вот сейчас вот доложили, я много раз встречал на экзаменах. Студент выкладывает все, что лишь бы не молчать. Поэтому это подход удивительный. Да я не все-таки химик, а я действительно доктор химических наук. Поэтому, а я доктор экономических наук, да, ничего да. страшного. Вот, так что не надо все-таки. Вот. Теперь, значит, по существу дела. Сода никогда не остановится, потому что политика БСК такова, что до конца будут упираться рогами и возбуждать общественность, Россию, Башкирию, Стерлитамак, а в конце концов милостиво поедут в Умерово копать известняк оттуда. Потому что 1 тонна соды приносит вашим акционерам 7 тысяч рублей дохода. Не, а мы вопрос не об этом. И никто не откажется от этого. А мы вопрос о людях. Никто... Причем тут люди? Я не обсуждаю анатомию людей там и так далее. Я о другом говорю. Сода не остановится. Потом, вы сильно преувеличиваете ущерб. Дело в том, что БСК – это 4 завода. А в одном из этих заводов соду производят, это лишь одно производство. Если 9 тысяч человек работает в БСК, то на долю производства соды, а я только об этом говорю, и мы об этом говорим сегодня, да, приходится, наверное, человек 900, может быть, 800. А почему 4 так? Кто еще 3? Вы меня открываете Америку, если честно. Значит, первый – это старый содово-цементный завод. Цементный завод БСК не входит. Цементный завод – это отдельное, это Хайдельберг цемент, немецкое предприятие. Уже давно, много-много лет. Нет, но сода-то оттуда к вам пошла. Или сода не ваша, не БСК относится? Цемент к БСК не относится. Дальше, значит, я ведь говорю, какие заводы входят, я какие вам перечисляю. Заводы? Да? Вот где Цементный производится входит. сода, Стерлитамакский сода, завод. Да. Второй, Каустик. Каустик, да. Что еще? Третий, Березняковский. Почему здесь Березняковский завод? Он находится в Перми. Так это может значит, в Бразилии находиться, какая разница? Если с Березняками, то у нас входит работает 11 тысяч человек в таком случае. Я вам говорю про 9 тысяч, это только Стерлитамак. И что-то есть такие разговоры, что Крымский содовый завод к вам относится. Ну, это голословно вот так вот скороговорка говорить, это несерьезный разговор. Это несерьезно с вашей стороны. Поэтому, если соду закроют, даже если все время вы на эту тему хотите обсуждать, поговорить, видимо... вопрос был про людей, да. Что да. вы скажете? Ну, при чем тут люди? Ну, я услышала ответ, что он никогда не будет закрыт. Я услышала вашу точку зрения. Хорошо, давайте ваш следующий вопрос. Можно в продолжении темы, можно как-то отдельно. Да, собственно говоря, я уже, наверное, задала несколько вопросов. Почему Марс Гелязович считает, что у нас несколько заводов, я уже, в принципе, получила. Хорошо, Марс Гелязович, тогда ваша очередь задавать вопросы Марине. Какие экологические проблемы создает производство соды не БСК для Стерлитамака? Я ответила на этот вопрос, по-моему, ведущему, да. Значит, БСК для Стерлитамака не создает каких-либо. Содовое производство не создает для Стерлитамака ровно как и для Республики Башкортостан, каких-либо экологических проблем. Белые моря, о которых вы говорите. Я не говорил ни разу. Ну вот мы сейчас слышали. Белые моря – это не экологическая проблема, это с вашей точки зрения, правильно? Уже хорошо. Белые моря не экологическая проблема. В таком случае никаких экологических проблем мы не создаем. Мы наоборот, мы вкладываем очень большие деньги. Мы действительно построили, почему я сказала, что белые моря будут очень существенно, почти в 3 раза сокращены в течение ближайших 5 лет, потому что мы на сегодняшний день построили новое отделение фильтрации дистиллерной жидкости. Мы будем отделять, мы уже его отделяем, весь твердый остаток. То есть сейчас у нас выходит, скажем так, в накопитель только жидкость, вот эта соленая жидкость с хлоридами.
Твердого остатка никакого нет. Почему и остальные белые моря исчезнут, собственно говоря? Это будут рекультивированы, там будет высажена растительность. Хотя в мире, кстати говоря, даже рекультивацию никто не делает. Белые моря прекрасно везде во всем мире сами зарастают, потому что для природы это нормальная, что называется, экосреда, да, в которую семена сами падают, и, в общем-то, начинается нормальный там экологический процесс. Вот, кстати, вопрос от радиослушательницы на эту же тему, да, к вам, Марина. Будет ли, значит, по методу Хоу производиться модернизация в случае, значит, успешного решения вопроса? Нет, конечно, это вообще невозможно. Что значит модернизация по методу Хоу? Это что за метод такой, если коротко? Значит, в мире есть два метода промышленного производства соды. Промышленного имеется в виду в промышленных масштабах. Угу. Это метод Сольвей, который мы используем, и который используют все прогрессивные страны, Европа, Америка, все. И есть метод Хоу. Это неэкологичный, самый грязный метод. Он используется в Китае. В Японии уже запрещен. В Китае начата программа по отказу от него. Почему он грязный? Потому что в результате применения метода Хоу, вот сколько получили кальцинированной соды, столько же получили и хлорида аммония. Хлорид аммония – это грязное удобрение, используется в качестве утилизации как удобрение для риса, для некоторых культур. В общем-то, это вредно для потребления, поэтому развитые страны, в общем-то, даже и Китай в том числе, как уже развитая страна, на сегодняшний день от него отказывается. В Японии вообще он запрещен. Угу. Поэтому, понятно, конечно, мы никогда не будем, это вообще просто глупость несусветная, считать, что можно модернизироваться под метод Хоу. Под метод Хоу можно только не модернизироваться, а деградировать. Ну, в общем, да, понятно. Ваши мысли. Я хочу обратить ваше внимание, что я примерно 5 раз меньше говорю, чем вы предоставляете слово моей партнерше. Ваш следующий вопрос. Мой вопрос? Да. Так я не получил ответ на первый вопрос. Поехали дальше? Я ответила, считаю, по экологической тематике. Ну, давайте я сперва все-таки вопрос обосную, если так легко отвечает с потолка. Первое. Вот я бы хотела, чтобы я никого не оскорбляю. Я в таком случае могу сказать, что вы для меня лжехимик. Господа, давайте. Тогда вы для меня лжехимик. Если я с потолка беру. Хорошо? Мы как в Первом канале будем, что ли? Неважно. Давайте но если вы меня оскорбляете, то я буду Мне оскорблять. слово предоставили. Прекрасно. Сода производит в год 20 миллионов кубометров дистиллерной жидкости. Вранье. 17 миллионов. 17. Ну, порядок цифр немножко отличается. Это важно. Окей. Извините. Ладно, 17. 17. Вы Там правы. 15% хлоридов, 10% хлористого кальция, 5% натрий хлора. Опять мы к Белым морям вернемся? Нет, я не говорю то, что сказал, а не то, что вы Ну, фантазируете. Так вот, опять. Но мы говорим на об экологии. сброс дистиллерной жидкости в воду существует строгой санитарной нормой. Сбрасываемая жидкость, они это понимают, как потом будет, сбрасываемая жидкость должна иметь не больше, не 150 килограмм на тонну солей, а 3 килограмма. Угу. Для этого надо дистиллерную жидкость, я подсчеты произвел, их познакомлю, если надо будет, 500 раз разбавить бельской водой. Белой столько воды нет, потому что для разбавления надо 10 кубокилометров, а белый створ столитамака несет 4. Значит, не хватает 2,5 раза воды у белой, чтобы нейтрализовать дистиллерную жидкость. Я не фантазии ваши рассказываю, где, кто, как. Точные расчеты. Какие точные расчеты? Вы говорите, что вообще не поэтому понимаете единственный выход – это уменьшить производство. Другого выхода нет. Утилизация невозможна хлористого кальция. Это все басни, что там горячего пола. Как вы прокомментируете слова Марины, что это, в общем, безвредная субстанция сродни морской воде? А вы как безвредность понимаете? Вот натрий хлор – это нужная вещь ведь даже, да, не то, что яд. А вы знаете, что 3 грамма соли на килограмм веса человека смертельный? Угу. Если человек съест за один присест 150 грамм, 250 грамм соли в этих пределах, он умрет просто тут же. Угу. Поэтому не надо вводить в заблуждение людей. Всем можно присытиться, все на свете, лекарство или яд разделяет только концентрация. У меня в связи с этим свой вопрос, дилетантский, поэтому, может быть. Это соль почему не используется? Я свой вопрос обосновываю. Как вы хотите выйти из этого положения? Воды белой не хватает для вас. Что же воды в белой не хватает для нас? Воды в белой хватает для нас.
Воды в Белой хватает для нас. Вы абсолютно правильно называете те нормативы по концентрации хлоридов в сбрасываемой воде. Это действительно должно быть не более 300 мг на кубический метр воды. На литр воды. Нет, на кубический метр воды, вы ошибаетесь. На кубический метр воды. На это я соглашусь, потому что это в 1000 раз строже вы привели, еще покаетесь за на это. кубический метр воды. Я вам сообщаю те нормативы, которые есть у нас. И мы, собственно говоря, с вами вообще, в принципе, оперируем кубическими метрами, насколько я понимаю. Далее, я слушала ваши до этого выступления. У вас там большая путаница идет в цифрах, вы уж меня извините, несмотря на то, что вы химик. Воды в Белой достаточно. Более того, у нас, значит, каким образом мы получаем некое разрешение от канала на, собственно говоря, на тот объем сброса, который мы можем осуществлять. Мне интересно, как-то это контролируется? Конечно, насколько вы четко исполняете эти объемы? Ну вы смеетесь, что ли? Вы же понимаете, что сейчас государство как контролирует. Во-первых, в месте сброса стоят контрольные точки, которые замеряют постоянно концентрацию. Действительно идет распыление хлоридов для того, чтобы они смешивались с водой, с текущей водой белой. Вы приводите один из вариантов, вы говорите, надо разбавлять. Да, есть такой тоже вариант, в принципе, в мире, могут разбавляться до этого и потом сбрасываться. Но у нас осуществляется сброс непосредственно в реку. Осуществляется сброс через дамбу, никакие не сточные воды. Дамба у нас есть, которая разделяет, и через которую никогда белые моря не перетекут в белую, пока не будет принудительный сброс воды осуществлен. Такой сифончик стоит, наподобие, вот как трубочки от бензина, да, да, там потянешь, и вода начинает идти. Только контролируемый сброс. Дальше идет распределение по специальное оборудование в середине реки стоит, из которого из множества отверстий выходит, собственно говоря, это наша вода. Да, и она смешивается с водой белой. И тут же идут замеры, сколько здесь хлоридов. В 5 километрах снова замеры. Да, ну вы извините, вы задаете вопросы. Да. И я, заметьте, вас не оскорбляю, как вы меня не постоянно. Отвечаете. Я отвечаю, вы мне извините. По сути, она здесь расписала подробности, да. Как перемешивается дистиллированная жидкость с водой? Вот здесь, конечно, судить я, наверное, не могу, потому что в этом смысле я дилетант, да. Ну... Я говорю, у белой воды в Стрельтамаке 4 кубокилометра. Для разбавления надо 10. Послушайте. Как они хотят эту проблему решить? Нет ответа. Что значит нет много ответа? Слов, но нет ответа. Значит, мы должны решать эту проблему. Эта проблема решена. Этой проблемы нет как таковой. Эту проблему, которую вы называете. Теоретически летом может быть эта проблема, когда есть некая нехватка воды, да, в реке. Но для этого существуют водохранилища, в строительстве которых, кстати, мы участвовали. Вы в своих выступлениях подчеркиваете, что... Вы имеете в виду Ямагузинское? Да, абсолютно. Мы участвовали и деньгами, и собственно говоря, собственной работой. Это для нас была большая проблема. Мы занимались этим водохранилищем. Водохранилища, они что делают? Они для этого и существуют, чтобы поддерживать уровень... Чтобы сбрасывать воду в определенный период. Верно. Марат Гилязович, что вы можете сказать по поводу водохранилища? Оно имеет в этом смысле практический смысл? Водохранилище очень интересно. Это деяние Рахимова, персональное. Скручивая руки, 22 примерно инвестора, там, заводы, Уфимской в том числе, вложились в нее, потратили 10-12 миллиардов. Я вам подарил книгу, почитайте. И вот, значит, в итоге создали водохранилище очень маленького объема. Она создана для того, чтобы сода имела воду после паводкового периода, между паводковыми периодами. И вот первое, что сделали акционеры Юмаузинское ОАО, они заключили с содой договор на поставку воды. Выплатили несколько миллионов денег, чтобы обеспечить поступление воды. И очень скоро этот договор был в судебном порядке расторгнут, а деньги возвращены, значит, Юмаузинским водохранилищем соде. Поэтому не надо примазываться к Юмаузинскому водохранилищу, оставить надо в покое, это другая боль. Вы знаете, водохранилище строится... Я вас прерву, у нас время эфира ограничено. Вы сейчас можете высказать... Водохранилище строится для того, чтобы не было паводков, для того, чтобы не сносило берега и людей не сносило. Вы сейчас можете высказать дополнительные аргументы, когда мы запустим наше голосование еще раз, и у вас будет по несколько минут для того, чтобы резюмировать ваше мнение. Итак, дорогие друзья, все те, кто писали особенно смс-сообщения с номерами телефонов, я сейчас вновь объявлю голосование, и мы посмотрим, насколько наши результаты изменятся по сравнению с тем, что было в начале нашего эфира.
Итак, если для вас первостепенную важность имеет сохранение завода БСК, голосуйте по номеру 262 72 47. Если для вас первостепенную важность имеет сохранение горы Таратау, голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, дорогие друзья, я объявляю голосование. Внимание, номера телефонов не перепутайте. Если для вас первостепенное, самое важное значение имеет сохранение завода БСК, голосуйте по номеру телефона 262 72 47. Если для вас первостепенное значение имеет сохранение горы Таратау, Шихана Таратау, голосуйте по номеру телефона 262 72 48. У нас осталось буквально несколько минут, у вас будет по 3 минуты для того, чтобы высказать какие-то дополнительные ответы, которые, возможно, вы не успели, да, в ходе дискуссии озвучить. И какие-то и резюме, конечно же, сделать. Ну, давайте, кто возьмет слово? Давайте я, да? Давайте, Марин, вы и потом... Да, я буквально по тем моментам, которые я не смогла прокомментировать. Что касается, почему Таратау подходит, Гумеровская не подходит. Таратау... Анализы. Так, стоп. На анализ я вам представлю. Значит, Таратау было сформировано 240 миллионов лет назад. Это Нижняя Пермь. Гумеровская – это 350 миллионов лет назад. Это карбон. Вот, кстати, к вопросу древности. Гумеровская более древняя. Именно поэтому они разные. Там разные примеси. На гумеровском месторождении оксид кремния очень высокий, в 1,5 раза больше нормативного значения для производства соды. Поэтому гумеровская не подходит. Это совершенно другое месторождение. Еще мне, кстати, хотелось бы отметить, почему-то все говорят про значение, соответственно, Таратау, почему-то никто не говорит про значение Гумеровского. А вы в курсе, что гумеровское месторождение покрыто на 90% лесом? А вы в курсе, что на гумеровском месторождении живет бурый медведь, рыси даже водятся? Вот что такое Таратау? Таратау это каменистая поверхность с чахлыми кустиками, как говорится, что называется, с травинками. И что такое Гумер? Вы хотите Гумер разрушить? Вот мне интересно, вы действительно хотите, вы считаете, что ради того, чтобы, собственно говоря, сохранить Таратау, надо, соответственно, вырубить весь лес, уничтожить животных и отдать в разработку нам гумеровское месторождение, если бы даже оно подходило по химии. Оно по химии не подходит. Хорошо. Это У вас раз. 30 секунд? Да, извиняюсь, да. И, соответственно, еще раз, нам действительно все месторождения были проверены, весь Башкортостан. Компетентные организации, в данном случае, о которых я говорила, это Роснедра России, это Санкт-Петербургский горный университет, где сидят академики, очень уважаемые люди, химики, геологи. Они сделали однозначное заключение о том, что только Таратау может быть нашим единственным оптимальным вариантом. Ровно поэтому об этом все говорят. Спасибо, Марина Петровна, и Марсу Герязовичу ваше слово. Ну, заключение у меня такое. Сейчас сода получает сырье по канатной дороге из месторождений в 4 километрах, из Шахтау. Ей Соде предлагает другое месторождение. Придется железную дорогу строить и так далее. Вся проблема в этом. Издержки производства вырастут, доходы уменьшатся. И конечные бенефициары категорически не хотят этого. Они готовы поставить на дыбы всю Россию, Башкирию и Стерлитамак, но не добиваться своего. Это лишний раз видно правота основоположников марксизма. Капиталист за прибыль 400% готов на любые преступления. Все. Ну, уточняющий вопрос я задам. Вот по поводу состава гумеровского месторождения, то, что Марина сказала, вы как можете прокомментировать? Ну, как можно комментировать то, что ты не видишь? Ну, такого не бывает ни в науке, ни в производстве. Я хочу два листа, два протокола. Независимые эксперты проанализировали месторождение Гумеровское. Кстати, Куштау тоже предлагается вам. И остальные, что Таратау, там Шахтау. Причем я вот нашей гости очаровательно хочу сообщить. У меня есть ехидное такое предложение. Вместе отобрать анализы в 15-20 местах, тайно их отдать независимые под номерами. И ни один химик не отличит то, что вы говорите. Отличит. Как вам это предложение? Когда экономист так заявляет, это, конечно, убедительно. Это смешное предложение. Смотрите, значит, и не бывает так. Отобрали, мы худолазское месторождение делали промышленные испытания. Что такое промышленное испытание? Это 20 тысяч тонн.
Вот тогда да, тогда это испытание. Вы как химик должны понимать. Они отобрали, они взяли кусок мела и притащили куда-то в лабораторию. Согласитесь? Ну, давайте кусок мела возьмем Нет, извините, отовсюду нет, вместе и проанализируем. Нет, для того, чтобы оценить месторождение, оно должно быть оценено как следует, по-настоящему. 2 недели То есть печь по соде. 2 недели печь должна работать. Вот тогда мы говорим, является это известняком для производства соды или не является. Химические анализы, я человек точных наук, анализы давайте, независимые. У меня вопрос. Гумеровское месторождение даже поставлено на баланс Государственной комиссии по запасам. Все химические, собственно говоря, параметры зафиксированы и имеют открытый доступ. Марина, буквально коротко ответьте на вопрос. Вот этот опрос в ЦИОМ, он был заказан непосредственно БСК, результаты которого... В СМИ публиковали результаты опросов Ни ЦИОМ. одного опроса в ЦИОМ БСК не заказывала ни разу и никогда. Угу. Значит, все опросы, какие были, насколько мне известно, были заказаны государственными органами. Угу. Смотрите, нам пришло время подводить итоги нашего голосования, и результаты, если честно, изменились, и оно стало довольно-таки массовым, мягко говоря. Будем подводить его итоги. Судя по всему, сторонники башкирской содовой компании, мягко говоря, подтянулись к голосованию. 72% проголосовавших высказали мнение, что для них первостепенное значение имеет сохранение 72. БСК. Спасибо. И 27% проголосовавших сказали, что они высказывают точку зрения за сохранение Таратау. Ну, я вижу, что, да, действительно, вы смогли саккумулировать, да, усилия тех сторонников, возможно, сотрудников Таратау, сотрудников БСК. Здесь я комментировать, конечно же, не могу. Как бы ни было, результаты я озвучиваю те, которые есть, они абсолютно объективные, результаты сохранены в нашем компьютере. Понятно, что тема очень активная, очень объемная, и мы сегодня буквально прошлись по ее вершкам, но так или иначе, я думаю, что дискуссию на эту тему нам надо продолжать. Да, спасибо большое вам за то, что вы к нам пришли. Я напомню, что в гостях нашей студии был доктор химических наук, профессор химии Марс Гилязович Сафаров. Спасибо вам большое, Марс Гилязович. И заместитель генерального директора башкирской содовой компании Марина Петровна Бортова. Спасибо вам, Марина. Вам спасибо огромное, что пригласили. Я сомневалась, теперь понимаю, что надо было прийти давно. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, кто активно голосовал и присылали смс-сообщения. Оставайтесь с нами. До свидания. Эхо Москвы представляет